Да, спасибо за возможность выступить. Тему мы назвали «Проблема национальных меньшинств и языков в Республике Молдова». Конечно, эта тема актуальная, тем более, что при беглом анализе Республика Молдова является образцовой в плане национальных отношений и защите прав национальных меньшинств или сообществ. К примеру, когда говорят о том, что мы являемся образцовыми в этом плане, обычно называют следующие факторы, а вернее следующие законы. Во-первых, напомню, что в 1991 году в Республике Молдова был принят закон о гражданстве с нулевым вариантом, согласно которому, в отличие от стран Балтии, все жители Республики Молдова получили статус гражданина, то есть соответственно получили права и обязанности, в том числе право быть избранными в органах власти. Это с одной стороны. Во-вторых, нужно вспомнить и закон от 1989 года о функционировании языков на территории Республики Молдова, где, во-первых, русскому языку был дан статус языка межнационального общения, но в принципе можно говорить, что это статус официального языка. Если не вдаваться в терминологию, потому что в юридической науке нет такого понятия язык межнационального общения, можно говорить, что это фактически государственный язык, только имеющий более узкий перечень употребления, чем молдавский язык, как он называется, пока еще называется, так, в Конституции. Третий пункт хотелось бы назвать, третий закон очень важный, состоит в том, что в 1994 году Гагаузия получила статус автономно-политической территориальной единицы, что очень важно. Я потом еще остановлюсь на этом факторе. И можно сказать, что был создан чуть позже еще новая административно-районная единица, так называемая Тараклия, где проживают в основном болгары, что было тоже важным аспектом для защиты территориальной автономии национальных сообществ или меньшинств, как их называют, с моей точки зрения, неправильно некоторые граждане. В 1994 году была принята Молдавская конституция, и обращу внимание, это немаловажный фактор в этой Молдавской конституции, что здесь говорится и о гагаузской автономии, здесь говорится о том, что все граждане равны, вне зависимости от этноса, расы и так далее. И что они все имеют право на участие в органах власти и так далее. Этот момент тоже важный. В 1996 году Молдова ратифицировала рамочную конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств. Шестой закон, это 2001, хочу напомнить, закон о правах лиц, принадлежащих национальным меньшинствам и правовом статусе их организаций. Я потом расскажу чуть об этих нюансах. И седьмой, самый важный, наверное, или один из самых важных, в 2003 году на законодательном уровне в Молдове была принята концепция государственной национальной политики, в которой мы имеем два важных тезиса, с моей точки зрения. Первое, что Молдова является полиэтническим государством, то есть многонациональным государством. Это очень важно, потому что сегодня кое-кто в парламенте, не будем говорить, но я думаю, все догадываются, о ком идет речь, пытается этот аспект многонациональности и многоэтничности просто убрать. Это раз. И два. В том, что молдаване, там говорится о том, что молдаване являются нацией, а румыны являются национальным меньшинством. Вот этот момент, я думаю, он общеизвестен, и сегодня он ставится кое-кем под сомнение. Мы скажем далее и кем, если надо будет. В Молдове открыто работают и с позитивным, вот когда говорят, что в Молдове действительно все положительно и все хорошо, говорят обычно о том, что в Молдове открыто работают этнические общины. Всевозможные, украинская, русская, болгарская и так далее. Различные центры, школы и университеты с преподаванием на русском языке. К примеру, Славянский университет, всем известный. Теперь вот и Камрадский университет. Все законы издаются в двухязычном варианте. В парламенте существует синхронный перевод на русском языке. На бытовом уровне проявление национализма стало намного реже, и фактически страна является двуязычной, что особенно заметно в городах. Кстати, об этом вот и мой коллега российский подтверждает, что в городах действительно говорят у нас на русском много. Но тем не менее, на уровне политическом противоречия остались, и с каждым годом их становится все больше. Укрепление националистических партий, как правило, приводит к росту национальных противоречий и даже претензий. И я даже не побоюсь обозначить кое-какие из этих претензий, которые у всех на слуху. То есть в чем обвиняют правые партии нацсообщества или нацменьшинства? Во-первых, первое, это нежелание интегрироваться в политическое сообщество Молдовы. К примеру, около 100 тысяч граждан имеют российское гражданство, около 28 тысяч имеют болгарское гражданство. При этом правые молчат, что около 120 тысяч имеют румынское, еще около 800 тысяч стоят в очереди за румынским гражданством.
Более того, известно, к примеру, что в 1991 году Гагаузия, Приднестровье, Бельцы участвовали в всесоюзном референдуме, поддержав идею сохранения СССР. В результате этого, понимаете, это до сих пор вот некоторыми праворадикальными политиками, они не могут простить вот этого факта, что ну, в данном случае нацменьшинства упорно отстаивали идею Советского Союза, а значит, они были против идеи создания независимого молдавского полиса, независимого молдавского государства. А раз вы не участвовали в создании молдавского государства, значит, вы не можете претендовать на то, чтобы быть полноценными гражданами и более того, чтобы участвовать в создании молдавской политеи, то есть молдавского государства. Я вам дальше покажу, что этнические меньшинства фактически не присутствуют в органах, высших органах власти. Грузии проголосовали за независимость. Один человек. Я согласен в этом. Но я вам говорю на общеконцептуальном уровне, как обычно об этом говорят вот в таких кругах праворадикальных партий. То, что как вели себя гагаузы, это другой вопрос. Я с вами согласен. Второе обвинение в том, что есть среди нацменьшинств отсутствует желание изучать молдавский язык. Третье, нежелание идентифицировать себя с молдавской гражданской нацией. Вот мы, дескать, строим молдавскую политическую нацию. Мы все хотим, чтобы все были молдаванами, да, вне зависимости от этноса. Вот ты молдаванин гагаузского, болгарского, русского и так далее происхождения. Но вот нацменьшинства уперлись буквально вот в свою этническую, скажем так, идентификацию и не хотят из этой этнической идентификации и матрицы выходить, что мешает нам консолидировать наше национальное молдавское государство. Кстати, это обвинение звучит от молдавских этнократов. Именно от молдавских, не от румынских, а от молдавских. Четвертое, подозрение в сепаратизме, и именно Гагаузии. Про Приднестровье уже молчу, на Гагаузию постоянно вот витает, какая власть бы в Молдове не была, были ли коммунисты, теперь пришел Альянс, до этого были другие. Постоянно вот эти подозрения, да, что в Молдове, что в Гагаузии существуют, плетутся нити заговора и так далее. Мы помним райды тут на полицию гагаузскую, мы помним различные обыски и так далее, которые происходили. Я уверен, будут происходить и в дальнейшем. Это можете, скажем так, здесь быть спокойны. Пятый, да, власть меняется, отношение остается. Пятое, это обвинение в торможении европейских устремлений Молдовы и, следовательно, в модернизации страны. Шестое, это обвинение в румынофобских настроениях. Ну, мы знаем хорошо, что все русскоязычные как бы к Румынии имеют определенное, скажем так, отношение. Ну, есть историческая память 30-х, 40-х годах, есть память 40-х, 45-х и так далее. Недовольство Кишинева в тесных связях Гагаузии с Москвой. Это проявляется в том, что Россия не раз помогала вот, в различных гуманитарных, культурных проектах. И даже чего за пальцем прятаться, да, даже вот на таких вроде бы мелочах, типа мазут, бензин и так далее, сельхозпродукция и так далее, Россия вот помогала, и это немаловажно. И, конечно, раздражает Кишинев, особенно сегодня. От себя добавим одно интересное явление. Национальное сообщество Молдовы является фактором усиления национальной самоидентификации молдаван. И именно они, иногда даже жестче самих молдаван, отстаивают название языка мажоритарного этноса страны в качестве молдавского. Также национальные меньшинства оперируют термином «молдаванин» по отношению к мажоритарному этносу, а не румын, что опосредованно является фактором внешней поддержки национальной идентичности молдаван, испытывающей в последнее время мощнейшее давление извне. То есть попытки, понимаете, перекодировки национального самосознания молдаван, когда им внушают, что они не молдаване, а кто-то другие, чем молдаване, скажем так образно. Однако претензии правых аналитиков и политиков находят и практическое воплощение, не только на уровне деклараций и действий определенных лидеров мнений, но и на уровне политических элит. Все это приводит к тому, что реальные права национальных сообществ Молдовы с каждым годом становятся все меньше, а законы носят формальный, чисто декларативный характер. Вот все законы, которые я назвал, реально я вам могу доказать, что они носят больше формальный характер, чем реальный. Дам несколько, я попытаюсь по пунктам обозначить, в чем сегодня мы видим процесс ущемления прав и вообще национального пространства в Молдове. Ну, во-первых, на уровне государственных институтов, а точнее институтов власти, национальные меньшинства практически не представлены. Практически не представлены. Всем известно, что в Молдове не было ни одного президента, ни одного премьер-министра, ни одного спикера. Но если я ошибаюсь, я буду низкий поклон тем, кто поправит меня, от нацменьшинств. Я помню лично только 3 вице-спикеров,
от нацменьшинств. Назову первого господина Мишина. Не помню, сколько он был, там, по-моему, 1,5-2 года. Потом второй был господин Петренко, ровно 3 месяца. Гриша Петренко, 2009 год. И третий был многоуважаемый Александр Стояногла, который продержался год. Потом вылетел, да, на уровне там председателя, если я не ошибаюсь, или даже зампредседателя комиссии. Вот и все. Что мы имели? Мы имели во время коммунистического правления несколько министров. Несколько министров, это надо признать. Но при этом они заведовали, с моей точки зрения, не ключевыми позициями в правительстве. Дальше, когда пришел к власти правящий альянс, фактически кроме господина Башкана, который по закону обязан быть в правительстве, мы не имеем ни одного представителя национальных сообществ Республики Молдова. То есть, вывод, в Молдове сформировалась этнократия, этнократическое государство, в котором представлены только представители коренного этноса. Что сегодня глубоко возмущает, допустим, меня как государственника, так это то, что сегодня мы уже не имеем даже представителей коренного этноса, потому что те, которые находятся во власти, и это я вам скажу со всей полнотой ответственности, идентифицируют себя не как молдаване, а как румыны. Об этом говорит премьер-министр и неоднократно, об этом говорит господин Гимпу. Рад только, что Марьян Ильич пока все-таки удерживает позиции молдаванина, то есть на этнократических таких молдавских позициях. Весь вопрос только в том, насколько он удержится в рамках этих позиций. Да. Но радует хотя бы, что вот один представитель, это радует меня, да, не знаю, сколько радует вот всех остальных представителей в данном зале. Это действительно, понимаете, в чем проблема? Это проблема в том, что в Республике Молдова существует закон от 2001 года, 19.07, о правах лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам. Так вот, в этом законе, в 24 статье, написано черным по белому, лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, имеют право на примерно пропорциональное представительство в структурах исполнительной и судебной власти всех уровней, в армии и органах правопорядка. То есть вывод. Если в Молдове сегодня, согласно официальной статистике, 22% нас меньшинств, значит мы должны иметь приблизительно столько же 22% нас меньшинств в правительстве. То есть из 16 министров мы должны иметь четвертую часть, да, пятую часть. Значит приблизительно мы должны иметь где-то 3-4 министра как минимум. Как минимум, да, уже не говоря о том, что кто-то из топа власти. Ничего этого сегодня нет. Это первое. Во-вторых, есть попытки ограничить и территориально-политическую автономию, которой обладает национальное меньшинство. Если кто-то забыл, напомню, 29 марта, то есть совсем недавно, я не лезу глубже, 29 марта, месяц назад, 2011 года, выходит многоуважаемый Михаил Федорович и заявляет, что нет такого понятия, как гагаузия. Это раз. Что вообще Гагаузия не является автономно-политическим образованием, а является обыденным районом. Обыденным районом. И более того, Виктор Попа, который является тоже там в либеральной партии великим юристом, заявил, что Гагаузию нужно лишить права законодательной инициативы на национальном уровне, которая расписана в Конституции Республики Молдова, потому так как это является обычным районом. А раз это обычный район, значит он не имеет это права. Я уже тогда написал статью, попытавшись ответить на эти вопросы. Говорю, стойте, какой это район, если в законе о статусе Гагаузии написано черным по белому, что Гагаузия в случае потери Республики Молдова, я говорю, скажу попроще, независимости имеет право на самоопределение. Какой район в Молдове имеет право на независимость? Покажите мне. Какой район в Молдове может иметь законы свои, как имеет Гагаузия, и издавать законы? Какой район в Молдове имеет свою символику государственную? Какой район в Молдове выбирает своего башкана или председателя района? И так далее, и тому подобное. Какой район в Молдове имеет право на законодательную инициативу? Анна Гусу пошла еще дальше. Сказала, что надо гагаузам так, как в Турции, курдам организовать. Понимаете, вот действительно, я на уровне, понимаете, научно-политического дискурса пытаюсь еще быть, скажем так, корректным. Третий момент. Прекращается действие определенных институтов, связанных с защитой прав нацменьшинств. Дам пример. К примеру, комиссия по правам человека и национальных меньшинств в парламенте 2005 года превратилась в комиссию по правам человека. Нацменьшинства куда-то убрали или потеряли.
Что это такое? Как это понимать? Как это называется? Это называется ассимиляцией. Департамент межэтнических отношений, если я не ошибаюсь, при Зинаиде Петровне Гречанной, которую я уважаю, превратился в бюро межэтнических отношений. То есть понизили статус. Да, крутиться можно объяснять как угодно, но факт остается фактом. Понимаете? Как ни крути, от себя не убежишь. Но это, как говорится, цветочки. То, что творилось в 2001-2008, скажу честно, это цветочки на фоне того, что мы имеем сегодня. Вот я вам дам 4-й пункт. Для меня самый важный, символическое насилие по отношению к национальным меньшинствам. Символическое насилие имеется в виду идеологическое насилие, насилие над ценностями, над праздниками, над святынями, если попроще. Термин нацменьшинство является способом идеологического господства. Правильнее будет называть национальные сообщества, так принято в современной социологии. У нас же оперируют этим понятием, что тоже, с моей точки зрения, является не совсем правильным. Но данный термин является распространенным среди нацменов, поэтому его можно считать пережитком традиционного общества, еще как-то закрывать на это глаза. Куда интереснее другие термины. Правые аналитики стали все больше употреблять по отношению к национальным сообществам Молдовы термин «имперские меньшинства». Имперские меньшинства. Миноритет империали. Миноритет империали на молдавском языке. Чтобы подчеркнуть их связь с имперской Москвой. Их роль в процессе проведения имперской политики России. А значит, их чужеродность и даже опасность для Молдовы. Во многих правых СМИ в последнее время почти ежедневно появляются статьи о том, что делать с нацменами. Как их интегрировать в молдавское общество. Кто не верит, открывайте газету «Тимпу» и журнал «Дичинов». Каждый номер. Каждый номер. Как заставить их быть европейцами? Часто статьи превращаются в откровенные нападками с элементами неофашизма. Обосновываю свой тезис. К примеру, назовем лишь несколько общеизвестных примеров, хотя их десятки, а то и сотни. На уровне публичного дискурса скандальными стали публикации где-то в 2003-2004 ряда статей в газете «Литература Ярта» под заголовком «Русуайщины», то есть «Русские женщины». Если вы помните, написал Николай Добижа, где он утверждал, что от смешанных браков рождаются неполноценные дети, дебилы и идиоты, призывая молдаван не вступать в брак с русскими и представителями нацменьшинств. Если у кого-то возникает вопрос, откройте, пожалуйста, одну известную работу «Mein Kampf». Там найдете точь-в-точь эти тезисы. Я вам говорю со всей полнотой ответственности. На митингах одной партии, я надеюсь, все поймут, о какой партии, устроенных в 2009 году, участницы скандировали лозунги «Молдова без русских», «Молдова без коммунистов», как будто это одно и то же. Уже в декабре 2009 года на съезде той же партии один из ее видных активистов обвинил русские СМИ в том, что они являются инструментами имперского господства России в Молдове. Сам в Рио президента Михаил Федорович пошел дальше, объявив 1 декабря 2009 года, посоветовав русским гражданам жить в России. Вы помните те слова. Я молю Бога за то, чтобы в Молдове жили румыны, в России россияне, в Германии немцы. То есть ясно дав понять, что Молдова должна быть для румын, не для молдаван, прошу не помнить, а для русских, правильно. Правильно. И вот этот момент очень важен. Понимаете, это является легионаристским, не фашистским дискурсом. Я не говорю уже о том, что 20 ноября 2010 года газета «Тимпу» сравнила нацменьшинство Молдовы с волками, чьи права следует ограничить, чтобы они перестали воевать против Молдовы. Молчу уже, что месяц назад Константин Танас, редактор газеты «Тимпу», и Михаил Федорович Гимпу открыто возмущались тем, почему в парламенте Республики Молдова говорят на русском языке. Это было 2 месяца назад. Открыто возмущаются люди положению конституционной статьи 13, которая гарантирует русскому языку право языка национального общения. Открыто возмущается, почему существует там русская речь. В Молдове, где 22% являются нацменьшинствами. Я уже не хочу говорить, понимаете, о культурном насилии и идеологическом насилии. Все мы помним постановление правительства 2010 года о том, о 65-летии празднования победы, о 65-летии окончания Второй мировой войны. То есть правительство фактически отказалось от победы. Я уже не напоминаю о том, что 9 мая кто-то не захотел поехать на парад, не упоминаю о указе от 24 июня, когда кто-то сказал, что Молдова является оккупированной страной. Это была не декларация. Кто-то здесь, я в зале слышал, вот есть декларации и так далее. Это не декларация, это официальный документ главы государства.
предъявляющий стратегическому партнеру, с которым у нас заключен базовый политический договор от 2001 года, предъявляет ему иск и претензии фактически 27 миллиардов долларов. И потом эти же его партнеры по альянсу приходят сюда к нацменьшинствам и пытаются кому-то объяснять, что вот мы строим лучше. Я не хочу, конечно, здесь вещи политизировать, но извините, пожалуйста. Когда мы видим, что происходят такие вещи, да, и это есть насилие над ценностями. Почему? Здесь кто-то говорил о том, что Великая Победа, это есть тот стержень наднациональный, посредством которого Советский Союз пытался создать наднациональную идентичность. Это является одним из стержней, краеугольных. Если ты хочешь разрушить СНГ, если ты хочешь разрушить Евразию, ты должен разрушить символ победы. Как ты разрушаешь символ победы, когда ты начинаешь печатать работы Суворова, типа ледокола, что с СССР договорились с немцами, начали войну, что не знаю что, как, ты разрушаешь СНГ и Евразию, ты разрушаешь Евразес, это мощнейший удар. И вот то, что чем сегодня занимаются правые. Они разрушают СНГ, разрушают Евразию, тянут нас в НАТО, пытаются перессорить и пытаются разрушить идею молдавской гражданской нации. Ведь что такое гражданская нация? Нация сформирована из множества этносов. Если эти этносы между собой убивают друг друга, как мы можем построить нацию? Нация невозможна, значит мы должны ехать в Румынию. Конечно, много у меня здесь примеров. Вот 5-й пункт, это ограничение прав нацменьшинств. Понятно, русский язык выбивается, нет времени, к сожалению, говорить конкретно. И ограничения, что самое важное, ограничение русского мира в Молдове. Это ограничение СМИ, это ограничение русского языка, это закон об оптимизации 60 школ. То есть закрывается 60 школ, из которых приблизительно 3/4 будут русскоязычными школами. Все это приводит к тому, что фактически происходит в Молдове этническая гомогенизация. Напомню, в 90-м году у нас было 600 тысяч русских, сегодня их 200 тысяч. То же самое с украинцами, где-то на 30-40% стало меньше и так далее. На этом я заканчиваю свой доклад только с простым выводом, что к моей радости в Гагаузии действительно Гагаузия сохраняется как якорь молдавской государственности, Гагаузия сохраняется как микромодель некого такого этнического и языкового многообразия. Хочется верить и надеяться, что это действительно будет на долгое время, а не на короткое, хотя процессы, которые происходят, говорят об обратном, по крайней мере на уровне Республики Молдова. Спасибо за внимание.